Друзья, итак, у нас очередное испытание. Испытание называется «Дорога». Как мы видим, дорога действительно присутствует. Сейчас у участников происходит жеребьевка, а суть испытания заключается в том, что команда из 3 человек, мама, папа, ребенок, должны будут протолкать, протянуть, протащить машину на определенное расстояние. Так, ну этот этап можно назвать, например, вы ехали после кемпинга и до заправки осталось совсем чуть-чуть, и у вас кончился. Дотолкай машину до заправки. Дотолкай машину до заправки. Такое тоже бывает. Вот, особенно, когда едешь из похода, из леса. И сейчас наши участники, посмотрим, сейчас была жеребьевка. Причем интересный момент жеребьевки, судя по тому, как готовится команда, первыми опять будут выступать та же семья, что и на предыдущих испытаниях была первой. Не знаю, как насчет второй, третьей команды, но первые абсолютно точно это они. Это судьба, ребята. Я был во многих странах и городах, но точно знаю, что хочу жить в Якутске. Долго смотрел варианты, и для меня важно было много факторов для моей семьи. Не только сама квартира и квадратура, но и благоустройство, организация инфраструктуры, наличие школы и, конечно же, красота вокруг. Эти виды я уже представляю, как будем вечерами с семьей смотреть на закат, ловить тот самый золотой час. ООО «Экостройинвест» – многопрофильная строительная компания, предоставляющая широкий комплекс строительно-производственных услуг, производство строительных материалов, профилированный брус любого сечения, погонажных изделий, имитация бруса и пыловой шпунт, строительство и благоустройство деревянных домов под ключ. Компания на рынке Якутии с 2009 года является официальным членом ассоциации СРО Союза строителей Якутии. Домокомплект «Экостройинвест» – это полностью готовый к монтажу набор заводского производства, состоящий из утепленных каркасных плит, кровли, стен и цоколя для возведения дома. Панели соответствуют нормам по теплоизоляции нашего сурового региона. Применяется качественный гипоаллергенный утеплитель. Воплотить в реальность вашу мечту – наша осознанная ответственность. На старт! Внимание! Марш! Так, начался этап. Такое ощущение, что автомобиль стоял на ручнике какие-то секунды. Но смотрите, смотрите, как они его разгоняют. Обалдеть! Кажется, самое важное вовремя затормозить. Итак, у нас пересечение веревки по заднему бамперу. И есть! Вау! Это было жестко. Ну что ж, это прямо очень динамичное испытание. Не прошло и 30 секунд. 17,8. Так. Хронометрист готов? Команда готова? На старт! Внимание! Марш! И вторая команда запускает автомобиль. Это похоже на бурлачий драг-рейсинг, друзья. То есть люди толкают автомобиль. Здесь чуть-чуть более медленно идет. Тяжеловато идет машина, но тем не менее, вот они разгоняются. Эх, коротковата дистанция, не в полную силу можно разогнать автомобиль. Так, все! Отлично! Все, я отпускаю тормоз. Поняла? Ага. И там, когда скажут, время стоп скажут, жмешь тормоз, переводишь на паркинг. Хорошо? Команда готова, Ди? Да. На старт! Внимание! Марш! Итак, третья команда приступила к исполнению этого непростейшего задания. Самое главное, что ветер попутный, они катят попутно. Автомобиль так. Последние метры и раз, два, три! Отлично!
Было непросто. Сейчас посмотрим. Руся, фиксируй. Время? 15:32. Как у вас? Вы вообще не водите же машину, Я да? вообще не вожу. Я не знаю, где тормоз, где газ. Ну тут нужно был ни тормоз, ни газ, да? Спасибо инструкторам, хорошо проинструктировали. Соблюдайте скоростной режим. Правила дорожного движения созданы для вашей безопасности. Партнер программы «Турслет» компания «Байнай Центр» представляет костюм-поплавок «Rescue» – уникальную разработку компании ХСН для любителей рыбалки и активного отдыха. Самые совершенные технологии, самые современные материалы и более чем 30-летний опыт на службе вашей безопасности. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Байнай Центр, Якутск. Это золото означает, что ты победитель. А золото в этих ботинках означает, что ты не проиграешь холоду, потому что Omni-Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Голландия – золотой стандарт тепла. Ну что, клюет? Не клюет. А у меня всегда клюет. Вкусно. Есть еще? Есть. Ряпушка. Здесь поймал? А места надо знать. Чокай ас. Клевая еда. Задание нашего сегодняшнего выпуска программы «Турслет» – блиц-задания. Быстрые, динамичные, но от этого не менее содержательные. На очереди кипячение литра воды на костре на берегу реки. Вроде бы простое задание, но учитывая, что оно на время, требующее максимальной собранности, командам предстоит проявить слаженность, взаимопонимание и продемонстрировать навыки бывалого туриста. Используем только 2 камня, то есть ветрозащитные экраны из камней не делаем. Задача использовать только 2 камня. 2 камня, на них какое-то устройство, котелок, чайник, и между камней делаем очаг, разводим костер. Зачет будет по закипанию воды, то есть не по одному, не по 2 пузырькам, а чтобы вода там забурлила. Итак, на счет 3 подбегаем к своему очагу, либо сперва разводим, либо ставим котелок, разводим, это же как вам удобно, то есть зачет будет по закипанию воды. Все готовы? Секунданты готовы? Итак, на старт, внимание, марш! Начали! Самое главное в этом испытании – хорошо стартануть с огнем, то есть чтобы первые языки пламени взялись, и тогда дальнейшие дрова будут очень легко разгораться. Ситуация осложняется немножко тем, что довольно сильный ветер, здесь нет заградительных никаких преград, нет экранов заградительных, ветрозащитных, нет каких-то там стен и так далее. Но посмотрим, как люди справятся с этим. Да, мы кипятить будем всего лишь 1 литр воды, это в принципе достаточно, чтобы утолить жажду команды из 3 человек. Но насколько это будет происходить быстро в таких условиях, остается только ждать и смотреть. Да, конечно, разведение огня – это основа основ туристической жизни. В любом случае, идете ли вы в однодневный поход или долгое время пребываете на одном месте, огонь – это источник всего живого. То есть
вы сможете на огне закипятить воду, пожарить еду, приготовить, обогреться, просушить вещи. То есть без огня не бывает туризма, не бывает ни одного дня в лесу, чтобы не развести костер и не огреться возле него. Но, конечно, при разведении огня необходимо соблюдать условия безопасности, чтобы огонь не перекинулся на траву, на какие-то сухие ветви. Поэтому выбран был каменисто-песчаный участок берега. Здесь ничего не грозит нашим маленьким костерочкам. К тому же рядом вода, в случае чего мы сможем это быстро затушить. Но, тем не менее, сложности определенные есть. Я так полагаю, в основном это из-за ветра. Посмотрим, посмотрим. Так, у одной команды уже котелок на огне. Уже языки пламени его охватывают со всех сторон. Остается теперь смотреть, чтобы огонь не угас, не ослаб и кипячение пошло по плану. У второй команды я тоже вижу, котелок уже стоит на огне. И третья команда также установила свою емкость с водой на костер и разжигают его. Уже пошел характерный гул, но пузырей пока не видно. Кажется, на таком огне уже даже можно жарить дичь. Настолько мощный костер получился, что недалеко можно смотаться и немножечко, да, сделать жареного мяса. Так, пузырей пока еще нет, но они, да, начинаются. Возможно, через буквально минутку. Так, здесь у нас тоже кипит, идет уже движение воды. Тут используются нетрадиционные методы разжигания костра. Это вместе со свистком было бы здорово. Это ноу-хау русского театра, по-моему. Да, в некоторых пьесах наверняка они разводят настоящий костер на сцене, и достигается это именно таким способом. Пузырьки уже покрыли дно, но факта кипячения пока еще нет, но здесь нужно следить, это буквально пара секунд. Закипает. Так, давайте сюда, где у нас секундант. Еще несколько упражнений губами, и вода должна закипеть. Да, со стороны это выглядит немножко необычно, друзья, но посмотрите результат. Огонь так и бьется. Сильный ветер сдувает пламя, то есть на берегу реки всегда сложно в ветреную погоду разводить огонь, потому что нет естественных преград. Но, как мы видим, нашим туристам это ничуть не мешает. Здесь мы видим буквально по стенкам уже начали пузырьки бурлить, но это еще не факт кипячения. Пока бы мы не пили такую воду, нужно ее как следует прокипятить, чтобы убить всех микробов. Хотя какие микробы могут быть в реке Лени? И здесь тоже уже кипячение. Смотрите, по стенкам уже пузыри начали активно появляться. Мы смотрим. Что такое кипящая вода, мы знаем. Так. Так. Нет, еще не кипит, но буквально... Так, Дмитрий, давайте-ка сейчас... У них примерно так же. Дима, ну я считаю, это кипит, смотри. Это кипит прямо, вот реально кипит. Не, у них так же... А, подожди, тут... Ну здесь кипит. Идет. Все, одно время засекаем, раз. Да, одновременно практически. Все, здесь, смотрите, ребята, здесь реально бурление. Все, давай, одно время.
Руслан, как ты думаешь, сложнее было закипятить воду в котелке с огромной площадью дна, но и также с огромной площадью испарения воды, либо в маленьком чайничке, где дно поменьше, но тем не менее и горлышко уже? Вот твой взгляд, стенки тоньше, да, что из них представляет больше сложность? Так, ну здесь тоже есть нюанс в плане вообще из чего сделан, да? Безусловно, материал. Сам У них материал у всех одинаковый, это алюминий, по-моему. Ну, мне кажется, вот тот котелок, который вот третий, он поплотнее, потолще, вот, который у той команды. Дольше греется, да? Не знаю, с другой стороны он теплоемкий. Да, теплоотдача должна быть теплоотдача. больше. Зато Руслан сегодня прошел параллельные веревки, сорвался, испытал все, что должно было быть, все, что испытали наши участники. Как видите, он жив-здоров и продолжает снимать, он с нами, так что нет ничего невозможного, ребята. Самая большая проблема была влезть ему в обвязку. То есть... Это была XXL на минуточку, Нет, то есть это была самая большая обвязка, которая есть у большого Олега. размера. И то я слышал звон, некий мелодичный звон. Что-то такое было, да, но Да, по да, заверениям наших инструкторов-скалолазов все прошло нормально, и он будет жить. И он специально для Петра Егоровича сорвался Прямо в перед камерой. 5 метрах от финиша. Чуть не сел на ель. Так, ладно. Так, давайте вернемся к нашему испытанию. Мы должны закипятить Нет, тут третий времени нету, сосуд. тут первый, второй, третий. Ну, в смысле, это... Ну, Нормально, просто просто- интересно, да, закипит ли в чайнике вода. Артем, как думаешь, в чем была причина того, что вначале как бы это... Видите? Спичка сырая была. Да, Спички это ответственно. Ну, спички же были такие хорошие, охотничьи. Не, ну сразу. Тухло, да? Ну, тухло, сразу. Интересно. Давайте предупредим людей, чтобы не брали такие спички. То есть вначале горит. Если бы они были бы равномерно, ну, в смысле, прямоугольные, да, лучше было бы. Мне кажется, что-то с материалом. Да, нет, ну, все-таки ради справедливости скажу, что по практике эти спички очень хорошо горят. Возможно, просто условия хранения, они, может быть, подмокли, может быть, они в сырость впитали, потому что действительно с такой одной спички можно было разжечь костер, ну, в довольно суровых условиях. Они здоровские, мы их используем тоже в походах. Возможно, что-то произошло с влагой. Вот из того, что было, что труднее всего было вот для вас? С утра бег. Бег с утра. Ну, мама недовольна утренним бегом, но, как-то говорят же, это нужно бегать от инфарктов, от всего на свете. Я думаю, что на самом деле 1,5-километровый кросс легкий с утра, это было на самом деле очень... Остальное все нормально. Остальное все, веревки нормальные, да? Да. Ну, Мы обратили, не очень. мы обратили внимание, что основное... Папы проходили нормально, да? Дети проходили нормально. У них вообще не свойственно как-то сильно бояться. А вот у мам, у всех трех, да, были причины с карабином. Как вы думаете, из-за маленького роста или что? Нет, это скорее всего из-за слабости рук. Из-за слабости рук? Да. То есть там нужно подтягиваться, освобождать Те- веревку? Техника другая, чтобы одной рукой вот так вот тянуть, второй карабин за собой тянуть. А рука, У мужчин это получается лучше. рука сильно болит, да? потом? Ну не сильно, но у Как нас гудит? не хватает. Мы на природе? Это золото такое лишнее. А это золото такое теплое, потому что Omni-Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Колумбия – золотой стандарт тепла. Маракуйя хорошо. Ананасы хорошо. Манго тоже хорошо. А тушенка лучше. Хорошо там, где есть чоккай ас. Каяк накачивай. Все это под знойным палящим солнцем. Без еды, без воды. Как же не быть на берегу нашей красавицы Лены и не выполнить задание водного этапа? Задание простое, но требующее и физподготовки, и ловкости.
сейчас происходит накачка инвентаря. О чем это говорит? Говорит о том, что одно из испытаний будет проходить на воде. Конечно же, мы примем максимально возможные меры безопасности. Испытание на воде, оно достаточно зрелищное, достаточно интересное, но и необычное, потому что, например, в зимнем сезоне такое было сделать невозможно. Но в доме прелесть летнего и зимнего сезона, что по каждой категории, по каждому времени года у нас свои собственные испытания, и одно из них сегодня будет испытание на воде. Вот конец. Второй конец, он у вас как тоже с петлей или свободный? Итак, друзья, сейчас у нас одно из самых зрелищных испытаний – это испытание на воде. Команде из 2 человек нужно будет загрузиться в покрафт, проплыть какое-то расстояние, причем против течения, против ветра. И третий участник команды – это, как правило, ребенок, должен спасти их, притянуть к берегу посредством брошенного троса. Как думаете, Дмитрий, справятся ли наши участники с этим непростым испытанием? Я думаю, что Петр Семенович, как педагог со стажем, да, вот глядите на него, хоть он и похож на Мишку, но он большой педагог с большим стажем, с огромным даже стажем. Петр Семенович, мы же тут моделируем ситуацию очень нестандартную, когда не родители заботятся о ребенке, а ребенок спасает, получается, родителей, терпящих. Да, мы привыкли, что ребенок всегда под заботой родителей, он от них зависит полностью. И в большинстве случаев, что греха таить, мы их делаем не самостоятельно. Сейчас здесь даем возможность показать ребенку, что и от него. Ну, конечно, это моделированная ситуация, да, и мы понимаем, что это искусственно, но здесь ребенок отработает именно тот момент, когда именно от него зависит участь своих родителей. Вообще такой вот этот, конечно, Александр морковку обычно бросает в той ситуации, когда неуправляемое судно, сухотично за него члены команды проплывают побыстрее в горной реке, и у человека есть один шанс в основном попасть, точно бросить, чтобы они смогли ухватиться за веревку, и он их вытащит, спасти. Промажет, не успеет, или что-то не то, лодка с перевернутым вот этим экипажем может пойти дальше, и ну, ужас-то сильно не рассказывай. Сейчас ну, я думаю, до этого у нас не дойдет. Ну, у нас-то река смена. Вода сейчас спокойная, спокойная, камней нет. Не фарватер сейчас. Да, течением слабое. Да, так что рыбы сытые, поэтому здесь мы ничем не рискуем. Давайте же поскорее приступим к этому испытанию. У нас первыми стартует команда Коркиных. Команда Коркиных, Иосиф и Майя. И ловить, вернее, бросать конец будет их сын Дмитрий. Итак, на старт. Внимание, марш! Команда бежит к судну, хватает весла, запрыгивает в покрафт. Запрыгивает в покрафт. Здесь они должны были красиво запрыгнуть, но это тоже очень здорово получилось. Смотрите, да, здесь довольно мелко у берега, поэтому есть определенная сложность столкнуть судно на воду, и вот это у них получается. Все, они в седле, если можно так выразиться, и первое испытание — обогнуть камень в воде. Остальные идти против течения и против ветра, да, прекрасно гребут. Остальные участники, наблюдайте, смотрите, ведь первым всегда сложнее. Смотрите, как это происходит. Слушай, ну они даже... Да, я думаю, просто да, можно участвовать в каких-то заплывах командных. Итак, отсюда мы будем наблюдать, как будет осуществляться их спасение. Самый ответственный момент. И раз, два, три, опа! Прекрасно, да, использовано весло, но с первого раза. И смотрите, как он быстро их затянул. Итак, второй участник. Все. Минута 15. Минута 15, но мне кажется, эта команда не первый раз сидит в покрафте. Насколько я знаю, Иосиф занимается славными видами спорта. Это, насколько мы знаем, это его покрафт, да. Ну что ж, зато это образец для подражания. Это пример, как нужно проходить испытания. Да, ну что ж, на воде все способы хороши. Либо тебя уносит в открытое море, либо ты используешь весло и подручные средства. Все правильно. Итак, подготовка инвентаря к следующему заплыву, к следующей команде. Ну что, Руслан, по традиции, попробуешь ли ты после всех участников пройти это испытание? Мы можем тебя привязать к покрафту
и, так сказать, выпустить, испытано и на аккум- себе. Ну, Дети в параллелка городе, была. кидать некому, да? Я буду сгрести на берегу. Даем старт. На старт. Внимание, марш! Так. Здесь у каждого своя методика. Вот здесь участники почти одновременно загружаются. Да, мелководье создает определенную сложность для старта, но тем не менее оно и дает возможность подальше отойти от берега ногами. Первое препятствие это, точнее даже взять весло, это уже первое испытание, как оказалось. Например, для меня это было бы невозможно, я не водоплавающий. А тут мы видим, как они прекрасно плывут против течения, против ветра, против страха. Эта команда замечательно сработалась в первые секунды. Смотрите, какая синхронность. А на берегу их уже ждет сын, готовый бросить канат спасения. Да, скорость у них тоже очень. Да, очень шикарная. Мама, по-моему, даже не успевает подгребать. Тут один задний двигатель работает. Итак, смотрим на ответственный момент. Так. Опа! Отлично, есть захват. И теперь буксирование к берегу. Прекрасно справляется. Высадка. Раз, два. Есть контакт! Минута 18. Минута 18. Прекрасно. Это испытание идет гораздо динамичнее, чем мы предполагали. То есть я думал, это будет все так вот размеренно. Пока сядешь в лодку, пока ты там освоишься, пока не вальяжно подгребешь. Смотрите, ребята, минута с копейками. Были против споры, течения. хотели вот до того, как надо было. Надо было. Течение нипочем всем нашим участникам. И ветер стих. И ветер стих. Ну что ж, зато динамично, зато быстро, зато все прошло очень... Меньше минуты? Ну, практически, да, по факту, минута с копейками. О, это для первого раза просто шикарный результат. Мне кажется, вы гребли просто божественно. Внимание, марш! Вау, да. Слаженная выгрузка, загрузка. Итак, первый камень на пути, они удачно его обходят. Раз, два. Вот это командная работа, да, задание темпа, это самое важное. Смотрите, как синхронно, обалденно, красота. Мне кажется, все наши участники могут спокойно участвовать сейчас в соревнованиях по гребле, несмотря на то, что многие первый раз сели в такую лодку. Раз. Надо будет спросить у этой пары, потому что они... Это профессионализм. Жили в Таиланде. Да, точно. Опа! Выгрузка. Раз нога и нога, вторая. Стоп! 0109. Очень круто. Да, это прям да. Оля, призовая транспортировка. Издувание его. Транспортировка почета называется. Почетный груз. У вас такое ощущение, что в Таиланде вы репетировали? Ну да, полвторого. Был опыт? Мы любили на каяках Вот. кататься. Здорово, отлично. Молодцы. Там мы жили в Крабе, там горная местность, горы, скалы. И там есть каньоны такие, куда заходит море, получается. И мы по ним частенько катались. То есть, видно было, что вы как сели и сразу синхронно, да, еще считали. Молодцы, здорово. А время у нас какое? Минута 01, по-моему. Здесь вы завязаны, как говорится, в любой последующий один венкийский удил и один томту. И обязательное задание на любом турслете – вязка узлов. Участникам предстоит завязать по 2 узла – эвенкийский и томту баи. У каждого две веревки, 2 конца, да? Вот. Здесь вы завязаны, как говорится, в любой последующий один венкийский удил и один томту.
Ивенкийский узел два варианта есть. Простой узел и на восьмерке, без разницы. Вот. Любой будет защитить. Одновременно вяжете, если кто-то кому-то хочет помочь, может только словами. Действиями или за кого-то за него действовать не имеете права. Раз, два, начали! Сейчас у нас происходит также классическое туристическое задание, это вязка узлов. Вязка узлов – это обязательный атрибут любого туристического похода. От того, насколько надежные, насколько красивые будут узлы, зависит многое в походе. Первая семья вяжет узлы. Помогать друг другу можем, но только словами, не действиями, только словами. Направляем, показываем, но не руками, только словами. Так, 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 так. Так, 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 так. По-моему, завязывание галстуков было сложнее. Итак, финиш. Время зафиксировано, и наш эксперт Петр Семенович проверяет качество узлов и правильность. Так, отлично. Ошибочка вышла. Напомним, что схемы узлов, видео завязки узлов были заранее разосланы всем участникам, чтобы у них была возможность потренироваться. Сейчас мы смотрим, да, нашли, по-моему, одну ошибочку. Узел ненадежен. На старт. Внимание, начали! Вторая команда приступила к вязке узлов. Это очень ответственный момент, потому что за каждый ошибочно завязанный узел будет начисляться штрафной балл. Кроме того, в зачете идет общее время всех участников. Кто последний закончит, по тому время и фиксируется. Но, как правило, это проходит достаточно быстро. Вот мы видим уже, как половина участников практически справилась. Напомню, что серия испытаний вязки узлов была и в зимнем сезоне. Там было это немножко сложнее, потому что все-таки температура, это холодные пальцы, замерзающие, холодная веревка, это какие-то стесняющие движения одеяния. Но летом, мне кажется, попроще, хотя машкара тоже не дает расслабиться, но так как мы все на драйве, на адреналине, по-моему, машкара это самое последнее, что беспокоит наших участников. Итак, они почти завершают работу. Сейчас мнение эксперта и оценка качества и правильности узлов. Так, возникли какие-то сложности. Все, все, стоп. Смотрим. Опа, это скорее всего скифовской узел. Это неправильно калмыцкий, или нет, это не томту. Так, томту вот это посмотрите сразу. Так, вот это у нас, пойдет. Это ивенкийский. О, то же самое. Это, да, это скифовской. Это, ну, он должен быть затянут, но мы его почитаем. Это вообще классный вариант Форского. Так, здесь у нас считаем, что винтийский здесь готов. То есть у нас раз, два, три. Томтуба у вас неправильно. Сейчас показывает томту. Нет, сколько три? Сколько штрафных? 3 штрафных. 3 штрафных. Внимание, начали! Третья команда приступила к вязке узлов. Мы поняли на примере прошлой команды, как это ответственно, как это важно сделать правильные узлы. 3 штрафных балла получила предыдущая команда, потому что наш эксперт Петр Семенович забраковал 3 узла. Они были завязаны с нарушением. Узел, завязанный с нарушением, не может обеспечить должную безопасность, соответственно, считается провальным. Сейчас активно вяжут ребята свои узлы. Вроде бы все идет по плану, достаточно быстро. И сейчас мы посмотрим мнение эксперта, насколько это все правильно, насколько это все красиво и так, как нужно. Так. Все, стоп. Оценка. Так, претензий нет, все завязано. Да? Так, смотрите. Поняли. Он туда и вот он. Вот он правильно узел. Я его как тяну.
не разбирайтесь. Так, переносите правильно. Переносите правильно. Поняли, да? Тоже. Вот он. Выскакивает. Выскакивает. Кто неправильность? Закончилось. Раз, два, три. Когда вы затягиваете, надо тянуть вот эту сторону. Два штрафных балла у нас получила очередная команда. Мы сейчас наглядно увидели, что неправильно завязанные узлы просто усилием рук можно растянуть, развязать. Сейчас идет разбор ошибок и подведение итогов этого конкурса, я думаю, не займет много времени. Он закончен. После него мы переходим к не менее зрелищному конкурсу спасения пострадавших.